Көрсті қартысқа. Үшейдік тұтты на, бля, патақын ең хая. Амбашки, бля. Всем привет! Сегодня мы продолжим наши ностальжи по Sims Making Magic. В прошлом видео мы обозревали основы Magic. способы заработка Magic Coins, выполнение заданий ради уникальных предметов для создания кристаллов. Сегодня мы вспомним, какие были заклинания в этой игре и попробуем купить и вырастить дракона. Начнем с дракона. Для этого прыгаем в яму и портируем селез бедствия 94. Давай прыгай, какашка. Покупаем у Вики вампирис яички дракона. Есть 3 вида драконов. Красные драконы появляются тогда, когда на стадии яичек им вообще не уделяют внимания. После вылупления, они начинают поджигать предметы в доме и самих персонажей, что может стать причиной их гибели. Золотые драконы более дисциплинированы, но они будут реже поджигать предметы. Пурпурные драконы очень дружелюбны и вряд ли когда-либо подожгут предметы. Однако, если не уделять им должного внимания, они будут поджигать. Аббас, нихуя себе. Абауш. У меня вылупился факел добрый дракон. Блять, нахуй я сюда пришел? Если их пощекотать, то можно получить слезы дракона, а если почесать, то можно получить чешую дракона. Также они обожают поедать цветы и лягушек. Да ты чё? Рассмотрим заклинание. Жабофикация на некоторое время превращает выбранного персонажа в жабу. Спасибо, папаша. Улучшение взаимоотношений. Улучшаются взаимоотношения между магом и выбранным персонажем. Если у выбранного персонажа плохое настроение, то взаимоотношения между ними ухудшатся. Счастье, у выбранного персонажа улучшается настроение. Улыбчивая рожица, выбранный персонаж становится другом мага. Давай по новой, Миша, все хуйня. Изгнание прогоняет указанного персонажа с участка. Зачарование, выбранные предметы оживают или воспламеняются. Да ты чё? Давай по новой, Миша. Я сама себе хозяйка, для кого-то я негодяйка, сука, но все зовут меня Зайка. Гипноз гипнотизирует выбранного персонажа и заставляет его выполнять определенные команды. Каждая команда улучшает взаимоотношения мага и жертвы, но увеличивает потребности мага в комфорте и досуге. Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам. Настоящий друг превращает выбранного питомца в человека. Ты самая пиздатая, блядь. Безумная любовь, выбранный персонаж влюбляется в мага. Важный вопрос. Выбранный персонаж влюбляется в мага и заключает с ним брак. Дорогая, тебе не нужны такие отношения. В детских заклинаниях есть зачарование, счастье и улыбчивая рожица. Ингредиенты для детских заклинаний можно получить из дракона, старого розового сундука и стула поганки. Наросты. Кристалл чистой возможности, волшебный вид нароста, который может появиться на жилом участке. Персонажи-волшебники могут получить уникальные способности после прикосновения к ним. У каждой способности свой кристалл определенного цвета. Существует 7 различных кристаллов, оказывается, они автоматически появляются на участке, когда семья создала 15 заклинаний или амулетов, проживая на жилом участке в городке. Рассмотрим, какие виды существуют во вселенной Making Magic. Черный – тушение пожаров с помощью облачков. Синий – персонаж во время рукопожатия может ударить током другого персонажа. Зеленый – персонаж может провалиться сквозь землю, а затем испугать другого персонажа, появившись позади него. Красный – персонаж может вызвать пожар под ногами у другого персонажа. Фиолетовый – телепортация. Белый – персонаж может удивить другого персонажа, паря в воздухе перед ним.
Желтый. Персонаж может удивить другого персонажа, вытянув из его уха предмет. Также у нас на участке появился бобовый стручок. Бобовый стручок начинается с маленького стебелька, с каждым днем стебель вырастает в высоту. Когда рост бобового стручка достигает 17 сегментов, появится возможность залезть на него, куда персонаж попадает на тайный участок в облаках. Тем не менее, у бобовых стручков есть определенный лимит роста. А это означает, что некоторые бобовые стручки никогда не вырастут в максимальную высоту. Забравшись на бобовое растение, мы увидим спящего Уилла Райта и огромную банку с бобами. Там мы можем получить волшебные бобы в качестве ингредиента и посмотреть на великана. Уильям Райт. Это разработчик и дизайнер игр серии SimCity и The Sims, разработчиком игры Spore. Один из основателей студии Maxis, вместе с Джеффом Брауном. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в третьей части, там я буду рассказывать про НПС персонажей и тактику в магических дуэлях.